Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Это программа «Бергаляп Иряник», в которой мы учим слова на татарском языке и дарим вам хорошее настроение. Давайте познакомимся с нашими участниками, они с нами на связи. В первой команде семья Поповых, Ульяна и ее брат Арсений. Здравствуйте! Всем привет! Во второй команде семья Чехириных, Леонтия и ее мама Татьяна. Здравствуйте! Привет! Познакомимся с вами поближе. Леонтия – веселая хохотушка. Считает, что ей очень повезло, потому что у нее два брата, старший Тимофей и младший Есентий. По ее мнению, в семье она главная. У Леонтии две собаки – пудель по кличке Ким и бивер-йорк по кличке Википедия. Леонтия любит петь. Руководитель Ирина Анатольевна заметила ее на репетициях старшего брата по вокалу, поэтому уже с 2 лет Леонтия занимается вокалом в студии Антошки Лэнд и выступает на сцене. Очень хорошо у нее получается сочинять всевозможные истории, особенно страшилки. Леонтия, давай поговорим с тобой. Что означает твое имя и кто тебе его придумал? Расскажи, пожалуйста. Имя обозначает левица, а придумал старший брат. Когда Леонтия родилась, он читал книжку «Сердца трех». Там была главная героиня Леонсия, но он ее решил назвать на французский манер через букву «Т» – Леонти. Когда папа пошел в ЗАГС, он добавил буковку «Я» и получилось Леонтия. Здорово, оригинальная история. А вот говорил я, что она любит всевозможные истории придумывать и страшилки. Часто вас пугает, Татьяна? Она очень любит играть в игрушки и сочинять всевозможные истории. Особенно игрушки героев мультиков, которых она любит. Угу. И вот по этим мультикам она сочиняет свои новые истории. Леонтия, а скажи, пожалуйста, тебе нравится петь? Да. А какие песни ты любишь слушать? Расскажи. Скажи, где ты занимаешься? Урины. Ну, говори громко. Урины Анатольевны. Ирина Анатольевна. В студии Антошки Лэнд. Отлично, это уже хорошо, что с малых лет вы занимаетесь творчеством. Я желаю вам удачи и познакомимся с еще одним героем, точнее героиней, которую зовут Ульяна. Она самый настоящий детский аниматор, так как любит играть с малышами, ведь она старшая сестра. Она придумывает игры, танцует и поет вместе с детишками. Также Ульяна любит рисовать, занимается конферансом и вокалом. Любит устраивать домашние концерты, где назначает роль каждому участнику. Несмотря на это, она все еще любит играть в куклы, где выступает в роли заботливой мамы. Также помогает ей с уборкой, с готовкой. Очень заботливая сестра и послушная дочка – это самое главное качество Ульяны. Ульяна любит играть с малышами, потому что она настоящая старшая сестра, у нее есть младший брат. И то есть мы куда-то приходим там в садик, она малышей выстраивает, говорит: ты будешь делать это, ты будешь делать это, ты пойдешь туда, а ты сюда. Ей это нравится, ей доставляет это удовольствие. Но а тебя, как старшего брата, ставит на место иногда? Она ставит только во время домашних, так скажем, концертов. То есть она рассаживает всю семью, меня, братика Серафиму, маму, папу. Выходит на сцену, берет микрофон, начинает петь, сама себя объявляет. И вот такие у нас концерты бывают. Ульяна, расскажи, пожалуйста, вот брат твой сказал, что любишь петь. Какие песни тебе нравятся? Какие песни слушаешь? Мне нравятся песни, которые мы поем с моим руководителем. А как руководителя зовут? Светлана Григорьевна. Вот Светлане Григорьевне прямо сейчас передавай привет. Привет! Здравствуйте, Светлана Григорьевна. Да, здравствуйте. Вам также от нас большой привет. Ульяна, Арсений, мы тоже желаем вам удачи и победы в сегодняшней игре. И давайте начинать. Сегодня мы будем учить слова на букву «Г». Поехали. Итак, в эфире первый тур программы «Бергаляп Иряник». Вкратце напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах и явлениях, связанных с нашей темой. Сегодня мы учим слова на букву «Г». Задача наших команд – угадать, о чем идет речь, и дать правильный ответ. Итак, начинает семья Чехириных. Леонтия, вопрос для тебя. Слушаем и смотрим. Крупа, которую ели солдаты. Оно темно-коричневого цвета. Я его очень люблю. Они такие вкусные, я люблю есть с сосиской. Ее едят с молоком. А еще она моя любимая каша. И готовят и в садике, и дома. Я больше люблю
дома, потому что готовит мама. Итак, что же это за слово, что же мы здесь загадали? Давайте узнаем. Леонтия, как ты думаешь? Гречка. Мы Гречка. думаем гречка. Я принимаю этот вариант ответа и поздравляю вас. Это правильный ответ. Молодцы. Гречка, а точнее гречиха по-татарски будет корабадай. Продолжаем со второй командой. Семья Поповых. Вопрос для вас. Это такая птица. Это очень умный птица. У него черный клюв. Зовут на деревьях. Она любит есть червяков. Собираются вместе, их очень много. Она совсем черная. Ест она все, но больше всего она любит червей и личинок. Это похоже на ворону, но только она другая птица. Весной прилетают первыми. У нее царапные ножки. Осенью улетает на юг, нам становится грустно. Итак, Ульяна, Арсений, каков будет ваш ответ? Грач. Грач. Я принимаю этот вариант ответа и поздравляю, потому что 1 балл достается вам. Это правильный ответ. А грач по-татарски кора-корга. Продолжаем мы с командой Чехириных. Леонтия, Татьяна. Внимательно смотрим и слушаем вопрос. Такой зеленый шарик, который можно есть. Я их люблю, и они бывают летом. Это плод, который находится внутри кожуры растения. Если приготовить в супе, они будут желтые. Еще они ложат в пюрешку или в салат. От него журчит в животе. А мама говорит, что он полезный. Итак, что же это было за слово? Давайте узнаем у нашей команды. Леонтия. Горох. Горох. Уверена? Да. Я принимаю этот вариант ответа. Это горох. Правильно, 1 балл достается вам. Горох по-татарски – это борщак. Борщак. Именно так переводится это слово. Но мы продолжаем с семьей Поповых. Вопрос для вас. Если съесть классно, можно заболеть. Все люди могут их собирать. Он прячется под землей и ждет, когда пойдет дождик. Их детям нельзя есть, потому что они очень жирные. Я их не люблю. Они соленые и маленькие. Он вылазит из земли и показывает, где он, чтобы его взяли. Очень много в лесу и на лугу, особенно после дождя. Мы его собираем осенью. У него есть такая шляпка и носка. Он бывает съедобный и несъедобный. Что же мы загадали? Давайте узнаем у нашей команды. Ульяна, Арсений, какой будет ваш ответ? Гриб. В этом слове наши детишки, малышки объясняли слово «гриб». Вы большие молодцы, это правильный ответ. 1 балл достается вашей команде. Гриб по-татарски «гэмбэ». Итак, уважаемые команды, на очереди 5-й вопрос первого тура. Мы прослушаем его вместе, а вот кто будет отвечать, выберет наш компьютер. Поэтому обе команды внимательно слушаем вопрос. Это наглые, вредные, большие птицы. У него вот такая шея. Ну, они в речке могут купаться. Он большой. Я их в зоопарке у Марийки видела, они чуть меня не укусили 1 раз. Давайте узнаем у нашего компьютера, какая команда будет отвечать на этот вопрос. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, нам команду. Компьютер выбрала семью Чехириных. Итак, Леонтия, что это за слово? Гусь. Гусь. Это правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. Это действительно гусь. Вижу вашу радость. Гусь по-татарски коз. Итак, пора подвести итоги первого тура с небольшим отрывом. Впереди пока семья Чехириных. Поповы, не расстраивайтесь. Еще есть возможность отыграться в последующих 2 турах. Наша программа продолжается. Это программа «Бергаляп Ираник», в которой мы учим слова на татарском языке. Давайте повторим то, что мы выучили в первом туре нашей программы. Леонтия, скажи, пожалуйста, как будет по-татарски «гусь»? Коз. Коз. Именно так, да. Продолжаем мы с Ульяной. Ульяна, как будет по-татарски «гриб»? Гумбе. Гэмбэ. Молодец, Ульяна. Продолжаем. Слово для Леонтии и Татьяны. Как будет по-татарски «горох»? Борщак.
борщак. Некшулай. Молодцы. Итак, Арсений, Ульяна, для вас слово гречиха. Карабадай. Харабадай. Молодцы. Молодцы, выучили и это слово. И Леонтия, Татьяна, для вас слово грач. Карга. Молодцы. Напомню, что сегодня мы учим слова на букву «Г». Это второй тур, и объясню вам правила. На экране появятся картинки от 1 до 9. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. На это у вас будет 15 секунд времени, после чего мы закрываем картинки номерами и будем задавать самые разные легкие вопросы. Готовы? Готовы? Да. Готовы. Итак, картинки на экране, 15 секунд, время пошло. Итак, время вышло. Давайте задавать вопросы. В этот раз начнем с команды Поповых. Итак, Ульяна, Арсений, скажите, пожалуйста, под каким номером находится гриб, гэмбэ? Одну цифру нужно назвать. Под 4. Под 4. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем цифру 4 и узнаем. Это правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. 1 балл достается вашей команде. Ход переходит семье Чехириных. Итак, Леонтия, скажи, пожалуйста, где находится гусь? Кос. Одну цифру нужно назвать. 5. Цифра 5. Я принимаю этот вариант ответа. Открываем ячейку номер 5 и видим там гуся. Молодцы, правильный ответ. Гусь. Да, гусь именно там находится. Итак, Ульяна, Арсений, где находится грач? Кора-корга. Хайдайкян. 3. Грач, цифра 3. Уверены? Да. Да. Я буду ей доверять в этом вопросе. Хорошо, давайте открывать цифру номер 3 и узнавать, там ли находится грач. Это правильный ответ. Молодцы. Видите, интуиция Ульяны нас не подвела. Итак, Леонтия, Татьяна, где находится гречиха? Корабдай. Гречиха. 6. Цифра 6. Татьяна, мне кажется, немножко засомневалась. Согласны? Согласна с Согласна. Леонтием. Открываем цифру 6, проверяем. Там находится гречиха. Правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. Итак, на очереди у нас 5-й вопрос. Я задам его 2 командам, а вот кто будет отвечать, узнаем у нашего компьютера. Итак, нужно будет назвать цифру, под которой находится у нас горох. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Отвечают у нас Арсений и Ульяна. Итак, где же находится горох? Первое? 1. Точно? Да. Да. Открываем цифру 1 и видим там горох. Правильный ответ. Молодцы. Итак, уважаемые команды, счет после 2-го тура равный. Давайте узнаем, что же будет в 3-м туре нашей программы. Продолжаем. Это программа «Бергаля Пираника». Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то смелее и скорее подписывайтесь на YouTube-канал Шаян ТВ. Там много интересного, ну и, конечно, больше слов на татарском языке. Давайте, кстати, повторим те слова, которые мы выучили сегодня. Грач – кора-корга. Гречиха – кора-бодай. Горох – борщак. Гриб – гэмбэ. Гусь – кос. Ну а у нас 3-й тур. В 3-м туре нас ждут ребусы. Уважаемые команды, для каждого из вас будет свой ребус. Начнем мы давайте с семьи Чехириных. Объясню правила. На экране появятся 3 картинки. Ваша задача не просто назвать слово, которое их связывает, конечно, из тех, которые мы сегодня выучили, но и объяснить, как каждая картинка связана с вашим ответом. Задание понятно? Да, понятно. Да. Тогда смотрим на экран, там появляются 3 картинки, и вместе с вами будем отгадывать ребус. Итак, что вы видите на картинке? Давайте с этим разберемся. Суп принцессы и шут. Итак, какие у вас есть варианты? Мы думаем, что их объединяет слово горох.
Горох. Да, Горох. потому что принцесса на Горошине, шут гороховый и суп гороховый. Я принимаю ваш вариант ответа. Вы точно уверены? Да-да-да. Да. Принцесса на горошине, гороховый суп и шут гороховый. Эти все три картинки действительно были объединены словом «горох». Я вас поздравляю. Это правильный ответ. Молодцы. Здорово. Итак, продолжаем со второй командой. Арсений, Ульяна, задача та же самая. Смотрим ребус. Что мы видим на картинке? Свинку, Свинья, еще. перо, чернила, Перо и... Руки. руки, наверное. Это кожа. Кожа. Да, здесь мы загадали слово «кожа». А вот теперь, какое слово связывает все три картинки? Гусь. Гусь. Почему? Давайте разбираться. Ну, потому что кожа, как у гуся, говорят так. Угу. Гусиная кожа. Да, Потом перья у гуся есть. есть. И грязный, как свинка. Окей, я принимаю ваш вариант ответа. Вы ответили «гусь». Итак, давайте вместе разбираться. Перо действительно бывает гусиное. Кожа тоже может быть гусиной. А вот что касается свиньи, есть одно очень известное выражение. Гусь свинье не товарищ. Это был правильный ответ. Я вас поздравляю. Молодцы. 1 балл достается вам. Итак, уважаемые команды, пора подвести итоги сегодняшней игры. Но прежде я хочу вас поблагодарить, потому что с вами было очень познавательно, интересно. Вы не только узнали новые слова, но и мы о вас узнали очень много нового. В сегодняшней игре у нас побеждает семья Чехириных и семья Поповых. Обе команды получают одинаковое количество баллов. Мы вам аплодируем. Молодцы. Можете, да, поздравлять друг друга, улыбаться, смеяться, радоваться и аплодировать. Мы и дальше желаем вам покорения новых вершин, новых успехов. Ну а телезрителей ждем снова на программе «Бергалап Иряник», «Теллерны Ирянигес», «Тугантельны Берхошанда», «Онатмагас». До встречи. Пока-пока! Пока-пока.